Benedikt Хельшин, добрый вечер. Бабушка хочет сегодня рассказать вам. Бабушка плохо слышит. Ничего. Как она, ну вот о депортации, как она поехала, это все происходило, как они там жили, ну, с ее точки зрения, с ее видения. Она, конечно, тогда была ребенком, ну вот сейчас будет вам бабушка рассказывать. Ма, давай теперь рассказывай, как и что было. Сначала. Сначала, да. Только на русском. По-русски? Да, на русском. Мне было 8 лет. У меня отца нет с 2 лет. В 1937 году сосланный отец погиб там. Я осталась с матерью. 37 лет его сослали как партийного, да? За что его сослали? Ай? Отца за что сослали? Отца как звали? Осман. Сослали за что? Ну, тогда же высылали. 10 лет или там его вторить. Бабушка ни не за слушает, что. извините. Урод Бог говорит, директор редакции Волос. На русском. Ну, и... Он работал в дирекции газеты журнала «Сердало», да? Да. И был сослан в 1937 году. Тебе тогда было 2 годика, да? Ночью подняли, посадили еще, увезли. Тебе 2 года было, да? Мне было 2 года, да. Я его лицо не помню, не знаю. Я без отца росла. С матерью. Мать замуж не вышла, жила ради меня. Ей было 91 год, она умерла. Мы долгожители. Расскажи, как, когда вас ссылали, сколько тебе? 8 лет было? 8 лет Вот было. рассказывай оттуда. Я не дома была. Меня забрала тетя куда-то. В гости, да? В гости, да. Сегодня меня забрали, а завтра нас выслали. Я не с мамой была. Мама меня ровно год искала. Не могла найти. Расскажи, как тебе в поезде тебя пришимили голову. В поезде, когда ехала, вот расскажи. Я сейчас рассказываю. Расскажи. И в поезде ехали, стояла печка, топилась. И много детей было. И много... Когда вы ехали, люди умирали, да, в поезде? Да. И что было? Да. Товарный поезд, Паровоз останавливался. Когда остановится, милиция двери открывали. Печки стояли. Печки топились все время, было ж холодно. Дети умирали. Умерших прятали под кроватью, где что попало, чтобы не выбросить. Обычно, как только найдут, и сразу на снег выбрасывали. Мужчина, женщина, ребенок, кто бы ни был. А одного ребенка с начала до конца почти, считай, лежал. Уже вонять в Турцию ездил. Ты ехала, знала, сдаться хочет. А в вагоне все вместе были, да? Да. И мужчины, и женщины, все вместе. Кушать варили на одной печке. Паёк давали, но я не помню, что давали вот тогда. Что-то давали немножко кушать. А потом туда, когда приехали, ну ты, наверное, не помнишь, да? Как люди, куда жить, что, вот жилье, что им давали, говорили? Вот сейчас я тебе скажу. Когда приехали на место, там уже стояли сани запряженные, куда кто кого повезет. Ну, у тети же много детей было, 9 детей было. А Энгельерка, ей сани не подъехали. Мы остались одни.
Потом какой-то казах. Вот не помню, что за печка была тогда, железная или... Ну, печку какую-то он затопил, чтобы мы не замерзли. И кругом этих маленьких детишек поставили. А среди них самая старшая я не была. Старше меня были дети. Ну, видишь, мама меня всегда берегла, не давала туда, не давала сюда, боялась, что что-то случится. Эту ночь мы на улице ночевали. Первую ночь. А потом нас повезли туда, вот где тетя работала поваром. В бригаде. База, длинная база. А я на каждой остановке останавливается состав, стоит полчаса, часа. Я все время выглядывала, маму выглядывала. Мама искала, ага. И уже в последний раз, когда я выглянула, у меня еще шрамы в голове. Призвали меня. Солдаты спасли. Это дверью, да, тебя? Да, двери хлопнули, а я осталась между этим. Долго болела. Потом, когда уже туда доехали, меня не выбросила тетя. У нее 9 детей было. Муж с ней не был. Их убрали. Ну, потом как-то тетю бригаду, далеко в бригаду кухаркой поставили. Комнату дали нам, не дали, я не знаю, не помню. А потом и меня туда с ней в бригаду отослали. Я с ней жила. 9 своих, я 10-я. Ну, она была кухаркой, как-то, наверное, экономила. Давала нам кушать. С голоду я не подохла, голоду. Жила очень трудно. Своей семьи не было. Потом мама нашлась. Сколько лет ты была? Год? С тетей год была? Да. У тети ровно год было. Ага. 2-й год. Когда мама меня нашла, и ее туда в бригаду привезли. Говорят, но я не видела. Говорят, мама приехала. Они ее ко мне не допускали. Милиция стояла. Я помню, как сегодня. Вот я ехала, Мария Кассан, Салдеча, Мария Кассан. А Кугушкин халят, вот ног начала, и вот так его, я взрослая была. Солдата? Солдат. Она говорит, что... Просила, чтобы маму мне показали. Обняла, говорит, солдата с ног до головы, чтобы... Видно, вот, тогда мама... чтобы разрешили к маме подойти. Ее не показывали. И когда, видно, она что-то ему дала, он разрешил. Взял меня за руку и повел. Не от людей вообще. Отдельную комнату. И врач сидел. Как сегодня помню, женщина-врач. Ей, видно, сказали, что может лопнуть сердце. От радости. Да. Ну, она меня спасла. Уколы, я помню, уколов много она сделала. Ну, какие, что, я не знаю. Когда я уже в сознание пришла, открыла глаза, стоит мама. Потом опять началось. Я плакать, она плакать, обниматься, плакать. И в конце концов этот вечер прошел. Второй вечер, второй день, она уже уезжать хочет, а они меня не отдают. Не имеем права, документов нет, ничего нет, нельзя. И действительно, документов не было, я же просто в гости поехала. Корца. Долго, 3 дня
Не могла мама добиться этого. Вот как сейчас помню. Я думала, она даже испугалась, думала, что-то хочет с головой сделать. Вот, взяла сережки. Одну хорошо сняла, а вторую как дернула, и еле ходишь. Ухо разрезала. Свое? Циндаев. Солдату отдать. Да, да. Эти сережки она дала, как сейчас помню, и как она их сняла, помню. Все помню, ну, слезы душат. Не расстраивайся, только не расстраивайся. Потом, видно, ему мало показалось, но у мамы ничего не было. Еще кольцо у нее на руке было. Обручальное, я это и хорошо помню. А сумму боже, вот такой толстый. Сахакайда хабяка сдавала. И моментально, я не знаю, как она, или она договорилась, Кольцо, или что. сняла и отдала Этим солдату. же моментом подъехали сани. Меня быстро бросили и поехали. Ну, уже договоренность, значит, была. А она вывезла меня. На поезде мы опять приехали. Ух, ой. А ты обещала не расстраиваться. Это только рассказываешь, а видеть как это. Ну да. Мама меня взяла за руку и повела. Она у брата жила. У брата две жены было. Одна была без детей, другая с детьми. Но я с ними была. И вот как сейчас, вот как вроде сейчас эти двери открылись, и я зашла, вот вроде так бы. Когда эти двери открылись, меня мама вперед толкнула, и вот эта старшая жена и детей сказала, по-ингушски сказала, «Нахам тир булырырыш, я сон тебе тлокырыш». Понятно, как это? У людей умирают, а даже с тифом умирали люди. Редко кто выживал. Короче, у людей убавляются, а у меня прибавляются. Да, а мне добавили. Да. Эту ночь Была не... мы там проночевали. Угу. Больше не ночевали. А куда вы пошли? Там недалеко жил дедушка русский. Угу. У него сын служил в армии летчиком. Угу. Коля, дядя Коля Яхашорос. Угу. На русском, мам. Как он много писал мне письма. Я приеду, я тебя определю, я тебя выучу, я тебе помогу. Маме скажи, маме успокой. Это когда? Когда уже вы вернулись? Когда вернулись, да. Когда мы ушли с квартиры. Когда с квартиры ушли. К ним на квартиру пошли, а он с армии писал письма. Его сын писал вам? Да, Я не поняла. А это дедушка жил со снохой. Угу. С его женой. Угу. Он богато жил, я как сейчас помню. Коровы были, 3 даже коровы было, птицы много было. Он, оказывается, ставил ведерочки, чашки, все, яйца, все ставил. Пробовал, я ворую или не ворую. Проверял? Да, проверял меня. Ставил, я же никогда ставил, ведра, корзины даже нет этого. с яйцом. С того времени у меня этой привычки нет. С чем-то, чтобы проверить, берет ли ребенок что-то. Они же голодные все-таки были. Вот а потом, когда начали жить хорошо, жили, они нам помогали, принесет, поставить и молоко, и яйца, и сметану, все. Ну, какая жизнь была. А сало вам принес он? Сало он вам принес, ты рассказывала? Сало. Сало он принес. Вот на руку повесил.
свинью. Это уже вы когда отдельно уже, да, жили? Да, Ага. когда уже отошли мы отдельно А жили. куда вы ушли? Что вы сделали? Куда вы? Где вы жили? Там рядом было озеро. Угу. Ну, примерно, тогда, как я маленькая, мне вот так доходило, Угу. это озеро. А камыш был толстый такой. Обычно камыш тонкий бывает, Ага. а он такой толстый, его никто не трогал. Ага. Вот этот камыш мы резали с мамой. Ага. Нам этот дедушка дал, Серп. да. Ага. И из этого озера мы вытаскивали снопы. Угу. Принесли, уже приготовили, хорошо разложили, высохло все. Вырыли канаву. Я, видно, подсказала, это дедушка. Угу. Ну, видно, тогда он что-то ей дал. Ну, я не помню. Но факт то, что леса ничего у нас не было. Угу. Вот этот камыш ставили, Угу. с землей присыпали, чтобы он не упал. Угу. И сделали стены. Угу. 4 стены сделали. А как крыша, опять без крыши. Как сегодня помню. Он такой белый был. Ну что, как вроде покрашенный чем-то. А, И седой, да? белый, и это белое. Какой-то необычный дедушка. Ну такой он хороший был. О, мы уже стены поставили. Он пришел, показал, как снопы сверху ложить. Угу. Навели. Угу. Угу. Маленькие 2 комнатки. Дверей опять нет, Угу. окон нет. Угу. Но он принес 2 окна, как сегодня помню. Где-то они были использованы, но он их снял, и они лежали. А двери он маме показал, как делать Угу. из снопа. Мама сама сделала, веревкой завязывала. И где надо, гвоздей же не было опять. Двери мама сделала. И мы перешли туда и там жили. Угу. Я пошла в школу. А мама работала? Мама работала, она дома работала. Она тапочки шила. Тапочки. Дармячиш, да? Тапочки Из кожи, шила, да? одежду шила. Угу. Она очень хорошая портниха была. К ней много ходили. Угу. Мы вот так разбогатели, у нас и кушать было. И А первое время было кушать? А в первое время было? Что вы делали? Не надо. Надо, ты рассказывай. Ты рассказывай, как нам рассказывала. Вот вы когда отдельно переселились, отдельно стали жить, тогда что было? Пока еще мама не начала работать. Что там у вас было? Не расстраивайся только. Я начала в школу ходить. Угу. А кушать-то нечего. Угу. Редко кто что принесет кушать. Угу. Обычно яйца носили, курей держали. Угу. И вот со мной училась директора девочка и прораба девочка. Оказывается, они были, я не знаю. Угу. Я всегда мимо их проходила в школу. Угу. Вот зайду, они сидят, кушают. Никогда в жизни не скажут, иди кушай или на, или что протянули, дали. Не было этого. Угу. Я постою, поплачу. Выйду, пока они не выйдут, я уже там соберу на это. На мусорке? На кушать что-нибудь. Угу. И эти сумка же сшитая, туда ложила, что попало. Принесу домой, мама не кушает, кушай ты. Ох, Короче, это были отходы ой, с было мусорного. очень тяжело, очень тяжело, очень тяжело. Потом узнали люди, что мама шьет, что мама умеет все делать. Она им варенье делала, как сегодня помню.
С чего она делала, я не помню. Мгм. Не помню. Просто, друзья, мама же была Сына маленькая. Юрсуха, я не помню. И Она просто людям своими стало детскими очень этими крепко только помогать. помнит воспоминаниями. Вот и на Вейджапе, видишь, ты Мгм. наши лепешки делала. На продажу? Не на продажу, просто на заказ придут. А, ну на продажу Да, холодились, да. да. Ага. Кто 9, кто 7, кто 2. Это русские покупали, да? Да, там же никого нет больше. Мгм. А вы ж- Немцы и русские. немцы и русские. А где вы были? Кустанайская область. А что, казахов не было там, что ли? Казахи были, но редко. Казахи были. Мгм. Но большинство высланные немцы. Мгм. Но немцы с нами вот так были. Хорошие, да? Даже вот недавно уже, вот мама еще живая была, посылки присылали. Мгм. Немцы нам сильно помогли. И на этом мы поднялись, и ничего, все нормально. Потом жила, отца нет. Оказывается, похоронка приходила. А мама мне не сказала. Эдитихген похоронку я нашла. Последнюю Я тоже похоронку, умела да? читать. Я вообще умела читать. Мгм. Смухата звучар он дедера. И я прочитала. И я сидела, плакала, мама зашла. Фрятка, что с тобой? Че, кушать нечего? Че, спать негде? Посмотри, какие наши хоромы. Юлия Ларсон. Потом я осозналась ей. Я говорю, почему ты от меня это все прятала? А почему я тебе должна была говорить? Кто ты такая? Чухаешься? Мгм. Ну, на этом остановилась, уже все нормально. Но когда мы с дедушкой жили, он очень хороший. Когда мы отделились, и этот дядя Коля приехал, когда мы уже построили домик и перешли, раненый волос, Саверис, он заболел, такой высокий, как сегодня помню. А, сын этого дедушки приехал, да? Сын вырос. Он каждое божье утро, вот не помню, эти не банки были. Крынка, наверное, была. С молоком? Молоко. Крынка молока, значит, Да. была. Сам приходил. Не дедушка, он сам приходил. Мгм. Когда он умер, я на его упала и плакала. Этот дядя Весь Коля умер, поселок что ли? плакал. Этот Коля умер? Да. От ранения? От ранения. М. И ты поверишь, вот эта левая рука была на мне, когда он умер. Люди не могли подойти, эту руку снять. А я не хотела отойти, я хотела с ним лежать. Такой он хороший был. И такая же самая была жена его. Детей не было. М. Потом это все прошло, все голод, холод. Тифом болели? Вот я сейчас хочу рассказать. И дядя пришел и стал просить маму, чтобы она перешла к ним. Это мамин брат. Да. Чтобы смотреть за больными. Старшая жена болела тифом. Это которая тебя не полюбила, да? Нет. Нет? Вторая. Ага. Да. По закону она старшая, та младшая. Мгм. У той не было детей, которые меня не любила. Мгм. И она лежала больная пластом. Такая здоровая женщина была, она ростом. Когда еще на Кавказе жили, она в лес ездила сама дрова возила, сама все делала. Как мужик. Мгм. Когда уже она стала лежать,
ей никто не подходил. Боялись они. Плачут и не подходят. Две дочки. Свои же дети не подходили к маме, Не да? подходили. Ее дети к ней не подошли даже на 5 сантиметров. Давай. А потом, видно, он маме сказал, чтобы я возле нее села. Ухаживать. Ухаживать за ней, да? Да, ухаживать. За больной тифом. Да. Кушать-то нечего, кушать чего нет. Но у нас было кушать. Нас этот дядя Коля спас. Нас он спас. Если бы он был живой, и я бы сейчас не знаю, его с ног до головы расцеловала. Ради его я живу, ради его моя мама жила. Ничего, не расстраивайся. Потом дядя стал меня просить. Айшета яхи ахуэлар. Мама говорит, я не пущу. У тебя 2 дочки, 2 сына. Нет, у него 1 сын только был. 3 дочки, 1 сын. Они не сели. Ну, сын взрослый был. Ему уже было 20 с лишним, я помню. А тебе сколько тогда? Вот считай, сколько мне было. В 5 классе я уже была. Но ты же не с 7 лет, наверное, в школу пошла. Ну, я же пошла рано. Рано или позже? Поздно только. Поздно, да. Училась я очень хорошо. Дедушке помогала крепко. Даже квитанции, все вот старинные документы, все принесет, положит мне. Дусенька, прочитай и напиши ягода. Но мне пришлось сесть возле нее. Ухаживать, да, за тетей? Самогушевча. Я сижу, они гуляют. Сын заболел. Тифом, да? Тифом. Заболел и быстро умер. Сын этой женщины, да? Да. Мужчины больше не было, дядя и он. Сына похоронили, остались 3 дочки. И 1 дочка замуж вышла, пока мама живая. И когда она забеременела, я же не знала, что это беременность, что это. Это вот, что детей нету, она ей сказала, я как сейчас помню. Я, дочери, она сказала. А дочь же замужем? Ну, замужем, уже беременная она была. А почему? Этот же тиф ровно 3 года был. А почему она ей мешала? Да, они грызлись, ругались. Каждый день ругались. Кушать она не давала. Она и сейчас живая была. Вот недавно только вот Тойуртияхарханс, она здесь жила. Я ее видела здесь. Потом... А она выздоровела? Тетя выздоровела? Она вообще не болела. Тифом не болела? Она нет, болела. Нет, не она. За которой ты ухаживала. Это умерла. Умерла, да? Сейчас хочу рассказать. Ага. И ей кушать приносили. Хорошие соседи были. Вот этот дедушка, что я говорю, клянусь, давно изгаскивали, головали. Дина, цайши таяха мяжуар, шури курышки, щекопуки. В день 1 раз, говорит, этот дедушка приносил, говорит, крынку молока этой женщине, которая лежала больной тифом, и яйца, говорит, каждый день 1 раз вот приносил ей огурцы, говорю, приносил ей молоко и яйца. И вот эта дочь, что беременна была, от тифа умерла внезапно. Не родила, да, беременна? Не родила. А она что, разведена уже была? Замужем. А жила с ними, что ли, она? Замужем. Царцяхаиска. Ехая. А у себя дома она умерла, да? Да. Отдельно.
Внезапно умерла. Остались две дочки. Вот они живы были до сих пор. Лида и сейчас живая, а вторая Лена умерла. Ага. Я возле нее сидела 9 месяцев с лишним, не помню сколько. Ее остатки ела, ее все ела. И трогала, и все. Мне ничего не сделала. Ты не заболела? Я не заболела. Я осталась. А тогда много умирали, да, от тифа? О, прям семьями умирали. Семьями. Меня спас вот этот дедушка. Дьявол, клянусь. А меня, он, оказывается, замечал, я ворую или не ворую, наверное, проверял. Всем самцу. Люба, Варсу, мама. Я не знаю, что за ребенок. С голода умирает, корзинами стоят яйца, она их не трогает. Или. Ах, Мария, ли башбаком барсон. Дьявол, он и баком. А в каком году вы домой приехали? Я не помню, в каком мы году приехали. А, в Казахстане же жила. Ты замуж вышла уже там, да? Да. В Казахстане вышла там. Ты уже вместе с семьей приехала? Да, уже с семьей. В 70-м вы приехали? Да. А замуж как тебя выдали? Замуж меня выдали. На какой день ты узнала, что тебя замуж выдали? Я даже не знала, что меня засватали. Потом, когда уже баба зашел, он же на 25 лет старше меня, а я что, соплячка. Тебе 17 было, да? Я вообще ростом была большая, а так я... 17 лет тебе было, да? Да, 17 полностью не было. А кто тебя отдал замуж? Мамин брат? Да. И я думала, что баба Виганс, думаю, что за старик, зачем сюда он пришел? Ты моего отца не оскорбляй, какой он был старик. Да. Это все я видела. Зато какой танцор у меня был отец. Ой, он и танцевал. Говорят, мой отец на столе танцевал среди посуды, ни одну посуду не разбивал. Сколько я с ним жила, 50? Ну, не знаю точно, сколько не лет. знаю, сколько Я не считала как-то, сколько лет вы с ним жили. Ни один раз он меня не ударил, не заматерил, ничего не сказал. Дурак его. У моего отца самое ругательное слово было «дурак». И нам, детям, если он это скажет, это было... И мою маму кормил, это и было мою маму держал. Да, вот у меня много вопросов, что с тещей видится, не видится. Вот моя бабушка жила с нами, даже я помню, что она была с нами, с моим отцом, с детьми, с нами, потому что у бабушки не было больше детей, только мама. Они в Казахстане жили вместе, вот они как поженились с моим отцом, через какое-то время перевезли маму к себе. И вот мои родители жили с бабушкой. У нас вообще-то по религии можно видеться с тещей и с тестем. Это просто у нас из-за уважения к теще и к тестю не видятся они. Просто из-за этого. Так по религии не воспрещается. И у меня еще был вопрос, друзья, что а если нет у нее мальчиков, например, или вообще больше детей, кроме этой дочери, куда потом? Вот так вот они и сейчас есть некоторые, и тогда вот именно вот моя бабушка жила с моими родителями. Пока мы жили в Кустанае, жила там. Потом, я тогда была ребенком, я не помню. Потом уже, когда мне было, наверное, я вам скажу, лет 15 мне было, 16 примерно, ее брат все-таки уговорил нашу бабушку, чтобы она уехала к нему. Это уже когда мы жили, мы в Осетии. Мама, правда, много чего забыла. Она раньше, я даже жалею, что раньше не записывала это, она раньше намного больше рассказывала. Сейчас все-таки забывается и путается во многих вещах. Маме уже 87 лет, алхамдулилла.
И вот бабушка уехала к своему брату и уже жила там. Потом она где-то, когда мне было 20 лет уже, бабушка умерла. Она жила одна, жила до последнего, сама за собой смотрела. Даже вот сейчас здоровее, чем моя мама. Вот сейчас она была. Действительно, как мама говорит, они долгожители. Бабушке было 91 год. Она была сама на ногах, сама себе готовила. И умерла, просто легла отдохнуть и больше не проснулась. Вот так вот происходило. Просто вы меня просили, я долго маму упрашивала, чтобы она рассказала. Она, конечно, плачет, расстраивать ее не хочется. Давление все-таки скачет. Но сейчас у нее эту недельку было оно нормальное, поэтому я ее попросила об этом рассказать, потому что вам было интересно. Много чего она, конечно, подзабыла. Но мои дети тоже очень любят слушать, как она об этом рассказывает. Особенно мой средний сын всегда вот по вечерам, когда мы уже совсем управляемся, садились мы, особенно он, и просил бабушку рассказать и про это, и про то, и разные вещи. На камеру она еще же, наверное, теряется, поэтому много чего забыла. Но на этом я, наверное, закончу.